Казахстане, по данным на начало года, 88 409 государственных служащих. Ежедневно ими проводится нелегкая работа на благо Республики Казахстан. Но кто контролирует государственный аппарат страны? Кто дает оценку качества оказываемых ими услуг? Куда можно обратиться, если не согласен с действием или бездействием чиновника? Чтобы ответить на все возникающие вопросы, касающиеся государственной службы, в студии новостей Рудны да Усы стартует совершенно новая постоянная рубрика под названием «Елге Кызмет». Ведущий рубрики, редактор телевизионной студии Николай Ежелев расскажет о работе Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, именно того ведомства, которое должно обеспечивать реализацию стратегий и программ в сфере государственной службы. Здравствуйте, уважаемые зрители! Каждый из нас когда-либо сталкивался с представителями государственных органов. Все мы знаем, что такое государственная служба. Это один из мощных столпов и нерушимый оплот сильного и независимого Казахстана. Но возникает вопрос, кто контролирует государственный аппарат и их сотрудников? Сегодня в студии новостей Рудны да Усы стартует совершенно новая рубрика под названием «Елге Кызмет», которая посвящена работе департаменту по делам государственной службы по Костанайской области. И сегодня у нас в гостях Искендиров Асхат Батыржанович, руководитель департамента по Костанайской области. Здравствуйте, Асхат Батыржанович. Здравствуйте, Николай. Какие вообще основные направления в работе департамента? Спасибо, во-первых, за то, что представили, Николай. Да, я являюсь руководителем департамента агентства по делам государственной службы по нашей Костанайской области. Если говорить за рубрику «Елге Кызмет», совершенно верно, мы отчасти хотим рассказать о деятельности департамента, ну и отчасти о деятельности всего государственного аппарата области, включая качество оказания государственных услуг, порядок их оказания, возможно, какие-то новеллы и новшества в законодательстве касательно государственных услуг, в том числе, допустим, вопросы, как поступить на службу, и так далее. Если говорить о департаменте именно, мы осуществляем как контрольные, так и реализационные функции. В целом можно поделить на три блока нашу деятельность. Первый блок — это блок, так скажем, государственной службы, то есть управление, так называется, управление государственной службы в рамках департамента. Это блок, который отвечает за отбор, подбор кадров, за качественный кадровый состав области, за прохождение государственной службы государственными служащими и, соответственно, ее прекращение. Второй блок вопросов — это вопросы этизации государственной службы, это поддержание должной морали на государственной службе, это вопрос контроля в сфере государственной службы. Это второй блок, он касается, начиная от правильно ли принят был государственный служащий, потому что если нарушены были конкурсные процедуры тем или иным госорганом, либо нарушены наши принципы государственной службы по открытости, прозрачности и так далее, это тоже у нас является административным правонарушением. И большой третий блок — это блок контроля и оценки качества оказания государственных услуг. В чем суть обращений, которые поступают к вам? Расскажите, хороший, Николай, вопрос. Да, обращения здесь мы тоже можем поделить, потому что я говорю по блокам по-разному. К примеру, по первому блоку это вопрос, суть обращения такое, какое тестирование надо сдавать, потому что уровень должности разный, и уровень предъявляемых и компетенций, и предъявляемых к этой должности знаний законодательства тоже разный. Второе — это контроль. Там уже, конечно, вопросы такие допустим, там около 400 обращений, это вопросы, связанные с надлежащим исполнением должностных обязанностей государственными служащими. Какие меры принимаются для защиты интересов жителей Костанайской области? Какая ответственность? Ответственность, она разная. То есть здесь все зависит от тяжести. Тут надо определять тяжесть, естественно. Если мы говорим в первую очередь, конечно, каждый государственный служащий, когда приходит на службу, его учат
что такое закон о противодействии коррупции. Вот. Его учат и разъясняют, что нельзя делать, то есть что такое коррупция, где коррупционные риски и так далее. То есть и он подписывает соответствующие ограничения антикоррупционные. Представим ситуацию. Я полностью не удовлетворен, как со мной проработал некоторый вопрос государственный служащий. Я недоволен его работой, и я считаю его некомпетентным, допустим. Как мне повлиять, чтобы на мои грабли не наступил другой гражданин? Что мне нужно сделать? Ну, во-первых, обратиться к нам, департамент. Это как вообще? Это через социальные сети, официальное письмо? Как вам будет удобно? Ну, желательно, если мы контрольное мероприятие будем проводить, то желательно через портал ЕГОВ, к примеру. Пожалуйста, электронная цифровая подпись. Мы вот 138 тысяч электронных цифровых подписей раздали только за прошлый год. Да, то есть, я думаю, по Кустанайской области точно спокойно владеет электронной цифровой подписью. Заходите, подписываете электронную цифровую подписью, отмечаете департамент по делам государственной службы и направляете нам обращение, описываете суть обращения, то есть в чем конкретно, желательно указывать, прямо конкретизировать суть, что именно не понравилось, потому что бывают такие обращения, по которым невозможно понять. Вот для зрителей тоже хочу акцентировать внимание, бывают такие обращения, невозможно понять сути вопроса. Что именно не понравилось, что случилось, что произошло, да, в чем была некомпетентность того или иного государственного служащего. Поэтому четко, понятно объяснять суть, подписывать и направлять нам, желательно, чтобы там были и даты какие-то, ну, то есть было как можно больше фактажа. И к нам отправлять, и, соответственно, мы будем уже в рамках своей компетенции разбираться. Если это не наша компетенция, то мы обязательно направим в тот госорган, чья это компетенция. То есть у нас принцип, можно сказать, одного окна. К нам заходит, мы обязательно сами будем распределять. Каким образом осуществляется взаимодействие департамента и НПО, то есть неправительственные организации? Да, ну, это очень важный вопрос. Сейчас неправительственные организации играют огромную роль в деятельности госаппарата в целом. Это огромная роль, и они нам очень помогают на самом деле. Без них невозможно было бы той работы, которую мы проводим. То есть, ну, невозможно, допустим, у меня в департаменте, в штате 23 единицы, 22 человека работает на всю область. Понятно, что нам нужны ну, не то что волонтеры, да, но вот такие вот неправительственные организации, которые, цели у которых такие же, как и у нас. На этом мои вопросы, Асхат Батыржанович, закончились. Спасибо вам большое. Вам спасибо, Николай. За беседу. Уважаемые телезрители, хотелось бы напомнить, что данная рубрика у нас будет теперь постоянная. Вы можете оставлять свои вопросы, касающиеся работы Департамента по делам государственной службы, на нашей странице в Instagram, а также по телефону 442-42. А пока у нас все. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч.